Россию зовут на войну, собирают массово народ на мясо. Кто-то идет добровольно, кого-то ведут как барана на заклание. И он даже му не говорит, потому что пока еще у него в голове звучит фраза Оли Скобеевой, что Путин всех переиграл. Ну, возможно, в последний момент он осознает. Единственное, что будет уже поздно. Это тоже правда. Так вот, вопрос. Будет ли мобилизация в Республике Беларусь? Насколько я понимаю, что ни в коем случае. И вообще как-то так много таких сигналов, направленных на то, что Александр Григорьевич хочет от Владимира Владимировича отойти. Во-первых, он уже не крутит ядерную бомбу Путина. Нет у него какого-то супер желания катать эту ядерную бомбу по Республике Беларусь и грозить полякам. Как-то я этого не заметил. Не заметил я встречи Лукашенко и Путина в Самарканде. Странно, да? Два таких близких друга никаких переговоров между собой не проводили. А у каждого была своя отдельная, очень интересная программа. И вообще Александр Григорьевич, он же по своей традиции, я так понимаю, ради своей власти, он готов бросать камни в кого угодно. В Украину, не вопрос. Тут уже не камни, туда улетели такие булыжники, которые на столетия или десятилетия испортят наши, не улучшатся теперь наши отношения. Шансы есть, но тем не менее. Так вот, почему я говорю, что сейчас Александр Григорьевич делает вот этот вот кульбит с Владимиром Путиным. Смотрите, какое он сделал жесткое заявление против мстительного маньяка. Причем он его делает уже за последнюю неделю как минимум второй раз, а в данном случае он даже создал коалицию. У меня вчера состоялся интересный разговор с президентом Казахстана. Он бывший дипломат, очень умный человек. Я всегда ценю его совет и даже поддержку. И он подошел ко мне, очень много сейчас разговоров о суверенитете, независимости. Это важно, что это заявление сделано как раз после возвращения из Узбекистана. Кто прав, кто виноват, кто на кого нападает, кто чьи интересы отстаивает. Он подошел ко мне и говорит: Александр, вы знаете, я помню одно ваше выступление. Извините за нескромность, очень мудрое. Я говорю, в чем же мудрости, что за тезис я там выдвинул? А говорит, ты сказал очень просто. Споры-то дошли. Где Украина, где Россия, где Беларусь. Были такие государства, как Беларусь, и нет. И тогда, говорит, ты сказал такую фразу. Ну хорошо, но не было Беларуси в какие-то времена. А сейчас она есть. И с этим надо считаться. Ну, без бурных аплодисментов, конечно же, не обойтись. Это все-таки диктатура. И могли бы хлопать покачественнее. Потому что в Северной Корее вот там хлопки правильные. Но если убрать вот эту иронию мою, то что мы сейчас видим? Мы видим в рамках ОДКБ бунт. Создание жесточайшего союза Республики Беларусь и Казахстана, где лидеры по своей сути автократы говорят мстительному маньяку Путину: ты нас со своими нырками в историю уже просто задолбал. Если не сказать грубее. Ты нас просто... Если твои миньоны, все эти члены исторических обществ, фанаты Сталина, Николая II, ну или какие-то другие идиоты, будут еще повторять фразу, что там Украины никогда не было, а там, где не было никогда Украины, не было и Республики Беларусь, и не было Казахстана. Так вот, нам тоже надоела эта фраза, мы просто стреляем в россиян и будем продолжать это делать. Но когда об этом говорят российские союзники, то согласитесь, это такой интересный посыл, да?
Да. Прямым текстом, что обалдели, типа. То есть Кремль, сколько можно слушать вот эти вот бредни. Уже 30 лет прошло, как люди живут в своих странах. И сейчас, кстати, казахи и белорусы. Вот это, ну, как раз вот она, ценность в независимости. Когда ты живешь в своем доме. Тебе не надо умирать за безумие какого-то кремлевского карлика. Да, бедненько или богатенько, но дома. Это ценность. И в данном случае, я не знаю, как в Республике Беларусь, но в Казахстане, как ни странно, президент в теории может меняться. В Беларуси не факт. Вот такая вот штука. И если Путину говорят его ближайшие союзники, союзники берем, конечно же, в кавычки, то кремлевцы со своим фашизмом достали всех. А вообще, почему вот эта фраза прозвучала у Лукашенко? Потому что все же прекрасно понимают. Вот Лука сейчас там облизывает Владимира Путина. И сейчас это было сделано совсем недавно. Очередной раз. Но прекрасно же понимает, что случись что-то с Украиной, он будет следующий. Казахстан подстраховался. У них теперь новый главный союзник. Это Китайская Народная Республика. По некоторым данным, гарантии безопасности от Китая получил и Лукашенко тоже. Так, для понимания, как они оценят своего главного партнера, кого там, сюзерена. Да нет никакого сюзерена, все. Вот я почему отвлекался, потому что зашла очень интересная новость со ссылкой на Reuters, что Северная Корея заявляет, что никогда не поставляла оружие и боеприпасы в Россию. По-моему, это прикол, да? Это говорят, что дядю Вову послали даже северные корейцы. На самом-то деле, если это заявление прозвучало в Северной Корее, это привет из Китая. Вот, мне кажется, это такой ключевой момент. Хотя мы знаем, что Республика Беларусь технику с хранения снимает в пользу Российской Федерации. Да, и боеприпасы поставляет. Но Путина это не спасет. Ни 300 тысяч новых мобилизованных. Это ничего не изменит.